у всех плюс-минус одинаковые вопросики, проблемки, что всем важно оставаться в гармонии именно с телом. Я знаю, что мне сходить в магазин, закупиться там надо 3 раза в неделю. Вот так и зал. За деньги, чтобы я вам тут батончики для жировеса. Что люди, да, там достигают цели, но возвращаются все равно, потому что знаний не получают, они все равно, блин, вышли с марафона, опять набрали, Мгм, вернулись. мгм. Ну, в этом, видимо, и бизнес как бы. И это стали люди замечать. Если вам это не подходит, отписывайтесь сегодня. Но никто не отписался. Привет, Лариса. Расскажи, пожалуйста, кто ты и чем ты занимаешься сейчас? Привет, Егор. Я фитнес-блогер, нутрициолог, преподаватель модельной школы. Но еще я мама в декрете с 2 близнецами. Необычная мама, которая занимается всем и сразу. Как ты попала в этот мир спорта? Вот так. Мне кажется, я попала просто вопреки всему и всем назло. И в первую очередь, наверное, назло самому физруку, потому что я никогда особо спортом не занималась, то есть у меня не было такого, что там в какие-то секции ходила. Я любила всегда учиться, мне всегда это было интересно. Я шла на золотую медаль в школе, и пока один человек не захотел мне этот мой путь, скажем так, прервать. Вот, достаточно принципиальный физрук, который ставил четко, на что ты заработал, то есть прибежал на десятку, десятка, нагнулся на четверку, значит, четверка. Вот, и случилась ситуация, что мой не красный диплом, золотая медаль оказалась из-за него под вопросом. И он как бы так мне авансом, как бы на будущее я тебе поставлю, но ты как бы этого не заслуживаешь. И с этого меня зацепило. Я думаю, нет, как так? Я докажу, я смогу. И вот с этого момента я начала просто заставлять себя. Каждый день я начала бегать. Просто тупо по утрам бегать в любую погоду, в любое время года. Я просыпалась до школы, потом впоследствии еще до универа и просто бегала. В какой-то момент мне это стало интересно, но стало мало. То есть я начала заниматься дома, домашними тренировками. Информации же не было никакой тогда. Это еще не было мейнстримом, да, каким-то 15-16 лет. Вот. Убивалась дома по часу тренировок, там, до 7-го пота. Потом и этого стало тоже мало. Вот. И уже начался универ, в универе свободного времени больше. И ты такой, блин, капец, хочу чем-то заниматься. А чем? Ни в какие секции, опять же, не ходила. Вот. Пошла в зал. Опять же, тогда не было много залов, да, был у нас единственный кенгуру, наверное, еще там какие-то. Вот я пошла в кенгуру, вот, какие-то просто обыкновенные тренировки круговые, помню, пресс, грудь, спина, ноги, каждый день одно и то же. Не было даже такого понятия, как индивидуальные тренировки. Был просто инструктор в зале, который ходил и всем давал одно и то же. И вот тогда началось. То есть я начала это все изучать, то, что когда сейчас модно, да, все приходят с нуля, начинают в 20-30 лет, я тогда уже начала. Это мне помогло сейчас, но быстро надоело. Вот, и я такая как-то словила такой депрессняк, еще и помимо того, что просто надоело, еще я какую-то такую волну словила, что мне это не подходит. То есть мне не нравится, как я выгляжу. Словила еще такое небольшое расстройство пищевого поведения тогда, хотя, опять же, тогда об этом не говорили. Это тяжелая тема, тяжелый этап был, но на тот момент я решила, что все, нет, это не мое, достаточно, это точно мне не подходит, я никогда не буду заниматься в тренажерном зале. И этим могло все закончиться. Прошло, наверное, пару лет, и я встречаю своего будущего супруга. У нас начинаются отношения, ну, и я вижу на первом этапе, ах ты такой качок, возомнила себе, тренируешься там, я это уже все прошла. Я уже такой тертый калач, мне это все неинтересно, я этим заниматься не буду. И здесь нужно отдать ему должное, что он меня не переубеждал, не уговаривал, не там как-то тащил за собой, пошли вместе потренируемся. Нет, он меня обманул, можно так сказать. То есть он со временем просто, там, мы поедем куда-нибудь отдыхать на выходные в деревню. Говорит, а пошли там потаскаем лом. А вот ты знала, что лом тоже весит 20 килограмм? Помнишь, ты румынку в зале делала? Давай попробуешь с ломом. Блин, прикольно, ну давай. А давай я его сейчас потягаю, давай цепи навесим, посмотрим, можно вот с цепями потренироваться, прикольно? Мы с цепями навешиваем что-то прикольное, то, блин, прикольно. Давай канаты потягаем там, побросаем. Блин, прикольно. Пошли на стадион, вдруг ты там поджиматься сможешь. А пошли. И вот так с интересом как-то, блин, что-то прикольное придумывает еще. Вообще без малейшего обсуждения, хочешь ты это не хочешь делать, ради чего. Просто вот по кайфу.
Потом вместе как-то пошли в зал уже, ну, слушай, уже долго-то, наверно, встречались. Пошли вместе в зал, и как-то опять же что-то новое показывал. И как-то за счет того, что вдвоем уже вроде бы ты себя не тащишь, уже и интерес, уже не как все, вот, и как-то заинтересовало. И вот как будто бы, наверное, стерпится, слюбится. То есть первое время просто, как-то без особого интереса, а потом шел год, 2, и я уже понимаю, что это для меня зал как часть жизни. То есть как сходить в магазин. Я знаю, что мне сходить в магазин, закупиться там надо 3 раза в неделю. Вот так и зал. Потом следующий этап, когда мне уже самой захотелось в это углубиться, самой что-то изучать, смотреть, углубляться в какую-то там технику, кого-то смотреть, кто круче тебя. Хотя при этом я никогда не занималась с тренером. То есть меня индивидуально никто не тренировал. Если не считать моего мужа, да, конечно, вместе мы тренировались, но только он, да, то есть платно меня никто никогда не тренировал. И начала сама это изучать, потом тренировки тяжелее становились, тяжелее, то есть ты уже хочешь сильнее, ставишь уже себе какие-то цели, и это уже превращается в любовь. Следующий этап — это когда я начала следить уже за какими-то, ну, типа как звездами, можно сказать, бодибилдинга, да, у которых есть там свои какие-то закрытые каналы, клубы и так далее. Я вот вступила в один такой закрытый клуб, там, где еще больше информации, более из первых уст, более четко, и там уже касалось и питания, меня это еще больше зацепило. Тренировки еще тяжелее стали, еще более полюбила я это. И это стали люди замечать. То есть я же не тренировала в зале, я просто ходила тренироваться, а люди просили в зале потренироваться со мной. То есть люди чувствуют всегда, когда ты чем-то занят, когда ты этим горишь. И вот так от человека, который вообще от этого был далек, который чуть себе аттестат не испортил из-за грёбаного физрука, и физрука просила, вся школа классная ходила, плакала, поставьте ей эту 9, прости господи. Вот сейчас я люблю это, и я не могу, не представляю свою жизнь без этого. Да, это не профессиональный спорт, я не профессиональная спортсменка какая-то, никогда ни в каких секциях не состояла, никогда меня никакой тренер не тренировал, но это не мешает мне этим жить, это любить. То есть сейчас ты работаешь в большей части в этой области как просто нутрициолог, которая как раз вот эту вот часть, про которую меньше всего знают. И все тренируются, но не понимают, что сколько там 80% успеха — это правильное питание и сон, да? Да. Вот. И ты помогаешь им вот с питанием. На данный момент я блогер, наверное, так скажу. То есть Мгм. большая часть моего свободного времени, если мы говорим про какое-то развитие, оно все-таки связано с блогом. То есть я несу полезность в блоге, в плане экспертности, в плане питания, в плане тренировок, но больше в части питания. И нутрициолог, мне не очень нравится само это название, но опять же, да, то есть я помогаю людям прийти в форму благодаря питанию, потому что есть такое заблуждение, что если я тренируюсь, значит все, окей, я буду выглядеть классно, люди разочаровываются. Конечно, все правильно, как ты сказал, 80% это кухня. Это то, что мы едим. То есть первая часть — это блог, второе — это я преподаватель как раз-таки направление, опять же, питания. И третье — это личная работа, консультирование по питанию. Это, опять же, марафоны, которые я запустила не так давно. Не знаю, будут ли еще, сразу наперед говорю. Вот, но здесь я тоже реализовалась, поэтому помогаю людям. Хорошо, расскажи, а как ты пришла в блогинг? Вот ты реализовалась сама как тренер сначала, а потом уже начала больше углубляться, прокачивать себя в области знаний по питанию. И как ты попала потом? Ты решила, что мало в себе этого держать, мало на индивидуальных тренировках рассказывать, пора нести в массы? И как это произошло? Ну да, наверное, мне это откликалось, оно уже просилось наружу. В декрете стало больше времени свободного, то есть я начала что-то больше транслировать, в принципе, себя в Инстаграме, ну, основная площадка Инстаграм, и поэтому
так как я транслирую то, что мне интересно, то, что мне откликается, со временем это переросло именно в тренировки, да, там видосики с техникой, с упражнениями. Затем это переросло в какие-то видосы про питание, в рецепты, когда сама себя в форму приводила. Потому что я просто показывала то, что мне самой нравится, то, что мне у самой сейчас происходит. И делиться мне всегда было интересно, просто времени не было свободного. А в декрете все-таки у тебя, с одной стороны, меньше времени, но с другой стороны, ты уже заинтересован в том, чтобы его качественно тратить на то, что тебе интересно. Поэтому это началось в декрете. И опять же, это не началось до декрета, это были просто мои тренировочки в зальчике, без какого-то посыла, да, там была польза для тех, кто ее искал, для тех, кто искал какие-то интересные упражнения, либо там технику, либо тренировку там какую-то отдельную. Там такое было, но не все ищут полезность в Инстаграме. Потом, когда я уже стала мамой, это был более мамский контент, то есть там такие Да. распаковочки. Вот расскажи, как твоя жизнь повернулась, перевернулась, не знаю, как позвать, когда ты вот стала мамой. То есть до этого ты же блогером стала еще до того, как стала мамой, правильно? Ты уже Слушай, ну у начинала? меня была своя страница в Мгм. Инстаграме, я там транслировала то, чем я живу, то есть я транслировала тренировки, много там видео именно в части тренировок, что в тот момент жизни это прям большую часть времени моей занимала, и танцы я там показывала, и свои тренировки. Но просто когда наступил декрет, опять же, у меня больше стало как будто бы возможностей, и мне больше захотелось этому уделять время. Я больше стала показывать. Поэтому я бы сказала, что начало именно блогерства как раз-таки в декрете произошло. Я бы оттуда брала эту Мгм. точку отправную. Мгм. Декрет дал такой пинок под зад. Понимание, что ага, ты уже себе не принадлежишь, у тебя нет времени на то, чтобы его тратить просто впустую, если тебе тем более что-то интересно. То есть ты уже на свои какие-то хобби должен больше тратить усилий в меньший промежуток времени. Вот так и зародилось. Но опять же, все менялось в зависимости от того, что откликается мне. И можно посмотреть, как начался блог, да, там просто какие-то закупы на Валберес, девочки, вот это все для моих Мгм. сыночков, Мгм. мои находочки, игрушечки, то есть абсолютно просто распаковки, просто мамские прогулки. Потом я начала приводить себя в форму, я выкладывала сторисы разговорные, что вот я нахаживаю там по 20 тысяч шагов с новой жизни до Сельмаша и назад, то есть это уже в это перетекло, больше стало разговорного. И для меня я преодолела какую-то, наверное, свои какие-то рамки. Что до этого я в разговорные рилс не выходила, в разговорный сторис тем более, кому-то интересно. А тут мне самой захотелось больше себя показывать, рассказывать. Тем более я сразу поняла, что интересно материнство с двойней, но я, наверное, не знала. То есть для меня это было обычно. Я не знала, что именно показывать, поэтому я просто показывала. Ой, привет, вот шагаю, вот шагаю 20 тысяч, вот шагаю 30 тысяч, вот готовлю то-то, вот купила то-то, вот такое. Я думаю, как у всех мамочек просто. Знаешь, какие два видео у меня запомнилось из первых, из всех, что я увидел у тебя? Мгм. Мы, наверное, даже были еще тогда не подписаны, через кто-то из общих показывал. В общем, первое видео — это где ты была на прогулке с коляской, и остановилась на площадке, чтобы подтягиваться. Ага, да, Да, да. и второе видео — это где ты, на кухне, по-моему, или газеты, или пленку расстилала, Боже. чтобы дети еду, ну, типа разбрасывают, и вот все Да, да. безопасно И для это был кухни. лайфхак, хотя я вообще не думала, я сняла это просто по приколу, я не думала, что так откликнется, Мгм, и причем это было, по-моему, сторис или рилс, я даже уже не помню, мгм. то есть этому не придавалось какого-то особого значения, но при этом это получало отклик, это прикольно, что людям интересно, хотя для меня это кажется, ну, просто мой быт, и причем большую часть я же не снимаю, то есть я понимаю, сколько я могла бы еще показывать, и, возможно, людям это было бы интересно. Контент менялся. То есть потом, когда я уже начала задумываться о том, что надо приходить в форму, да, и мне стало... Я вернулась в зал, я больше начала заниматься уже действительно осмысленно
питанием, чтобы прийти к той форме, которая у меня была, естественно, у меня контент поменялся. Естественно, я снова начала показывать тренировки. Искала, так как я всегда в поиске каких-то прикольных рецептов, мне это самое интересно. Естественно, я показывала рецепты. То есть оно так как-то волнами приходило не из-за того, что я такая неопределенная личность, а из-за того, что то, что мне интересно в данный момент, то мне откликается, то я и показываю. Повлияли ли как-то роды на то, что ты просто физически не можешь позволить себе теперь заниматься так, как занимала раньше, поэтому ты, возможно, ушла больше вот в такую область питания, скажем так? Ты знаешь, мне кажется, что тело физически не стало слабее. Мгм. Возможно, психологически и морально, из-за того, что ты периодически выгораешь, ты уже не слишком-таки хочешь себя нагружать. Я понимаю, что я могу, как и раньше, делать больше. Мгм. И раньше по весам в тренировках у меня выходило больше, и по количеству тренировок выходило больше. Больше мужа. Не больше мужа, но в целом больше, чем сейчас. Но просто сейчас я тренируюсь, я извиняюсь. Сейчас я тренируюсь по кайфу. Мне это нравится, я себя нагружаю так, чтобы упахаться, так, чтобы был результат, но, возможно, не на свой критический максимум. Не Мгм. потому, что я не могу, возможно, потому что я не хочу. Я Сохраняешь ленюсь энергию. тоже, да, у меня тоже не всегда есть ресурс. Мгм. Ресурс хочется оставить и для других каких-то дел, иногда и ленюсь, как любой человек. То есть нет какого-то идеального супермена, который супермать двоих детей пришла, еще тут фигачит в зале на полную катушку. Нет. Причем очень поменялись вкусы после родов. Конечно, я Вкусы. уверена, в зале ты же тоже тренируешься, есть любимые упражнения. Мгм. У меня были Какой-то. любимые упражнения, до родов. Верните мне их. Я обожала ягодичный мостик. Мгм. Я его теперь терпеть не могу. Я ненавижу его. Я не знаю, причем это резко поменялось. Поменялись ощущения или что? Не ощущения просто в голове. Не люблю и все. И ощущения, наверное, тоже. Причем ягодичные я тягала вообще так, нормально для себя по Мгм. весу. Немного, не как спортсмен там, Мгм. но в целом больше 100 я брала на свой вес. А сейчас все. Я и не хочу, и вроде как бы уже и не могу, потому что меньше его включаю в свой тренировочный процесс. И просто понимаю, что я его теперь не люблю. Вот так я себе объясняю. То есть вкусы поменялись. У многих меняются вкусы в еде, а у меня, Мгм. вкусы и в тренировках поменялись после Я родов. изначально подумал, ты про еду. Нет, я про Мгм. тренировки. Как ты справляешься вообще с стрессом, который у тебя, как у мамы, наверняка постоянно есть в той или иной мере? И как ты вообще все это выплескиваешь, чем ты занимаешься, чтобы от него уйти? М, Давай я тебе расскажу, наверное, одну историю, чтобы ответить на вопрос, как я справляюсь со стрессом. История будет от лица моего мужа. Детям было уже, наверное, 2 месяца. Муж приходит с работы в 8, он тогда так достаточно поздно возвращался, то в 8, то в 10 было как бы 2 работы, он Мгм. старался. Муж возвращается с работы, зима, Лолита одевает сапоги, куртку и уходит. За хлебом. За хлебом и Он не звонил. вернулась пару дней назад. Но сейчас это смешно, он мне не звонил. Я не знаю, сколько я ходила. Я ходила просто по району кругами, рыдала. Он не звонил. То есть для него это самое яркое. И, наверное, самая яркая ассоциация, если у меня спросят, что такое послеродовая депрессия, он, наверное, расскажет, а вот у меня есть история. Но это не самый, наверное, пик из всего. Но это первый пик из всего вот этого перегруза стресса, который произошел у меня. И я тогда походила где-то, часа 2 я, наверное, под метелью ходила, рыдала кругами, вернулась и стало легче. То есть это первый способ, просто отойти в этот момент. Если есть на кого оставить детей, если есть возможность переключиться, сменить обстановку хотя бы на Мгм. час, хотя бы на 2, я делаю это. Второе — это, конечно, тренировки. Мы все знаем, что это дофамин, да, нет настроения идти на тренировку, это просто организм так работает. Я на тренировке вернулась, наверное, через 2 месяца, ровно через 2 месяца стукнула. 1 февраля, по-моему, было, или 1 Мгм. марта. Я говорю, я возвращаюсь в зал, корректирую расписание, потому что я буду тренироваться, все, я не буду больше ждать.
Врач разрешил, врач сказал, можно. И я не ждала, я сразу вернулась в зал. Для меня это возможность выплеснуть негатив. Вот. И третье, это, конечно, хобби. Опять же, вот блог, ушла в блог, ушла в то, что меня развивает и наполняет. То есть можно просто лежать на диване, но тогда ни о каком восполнении ресурса не будет речи. Вот это меня Мгм. наполняет, это мне дает эмоции, мне нравится снимать, да, пускай это просто распаковки какие-то были на первом этапе, но мне прикалывало, я на это тратила свои там 2 часа, пока дети спали, вот. Потом это просто перерастало в что-то другое, что мне нравилось тоже снимать и выкладывать, делиться с аудиторией. И Слушай, потом уже блог захватил, и без этого ты уже не можешь. Ну, еще, конечно, тут важно, кто с тобой рядом. То есть мне повезло, что меня поддерживают, да, там есть возможность уйти, муж не спрашивает, хочешь, иди. Вот я, ну, я могу положиться, что если вдруг мне плохо, а такие моменты были, как у всех. Да, мы всего не показываем в Инстаграме, и я понимаю, что я не показываю не потому, что я хочу какую-то там идеальную картинку, а потому что я понимаю, что у человека, да, у подписчика это тоже как потребитель услуги какой-то, мгм. да, хоть и бесплатной контента. У него у самого куча проблем. Ну, я понимаю, сейчас модно жаловаться там на всех, да, на негатив выезжать, но мне это не откликается. Я не хочу грузить своими еще слезами какими-то, расстройствами тех, кто на меня подписан. Ну зачем? Поэтому многого, ну, ты не показываешь. На самом деле сложно бывает. И вот хорошо, что есть рядом люди, которые там могут вовремя тебя куда-то отпустить. Вот если есть возможность где-то отдохнуть вовремя, вот это больше помогает справляться со Мгм. стрессом. И такой пиковый момент, вот муж мой запомнил этот, когда я свалила на 2 часа, вот. И он такой, и я тогда понял, что все, это конец, что что-то явно трэш, все, надо сейчас уже что-то включаться побольше, вот. А для меня второй момент стал, когда дети, наоборот, чуть-чуть подросли, и с ними стало сложнее. Все говорят, что после года легче. Мне после года стало очень сильно сложнее. И вот где-то в 1,5 им летом были моменты, что я лежала на полу, рыдала. Они ходили вокруг меня. А сложнее в плане что? Сложнее я не справлялась. Они Ты имеешь в виду, разбегались. что они В слишком плане активные? быта, Слишком да, в плане активные быта и стало сложнее. разбрасывают, рисуют, Они всё, обычные я дети, они понял. не слишком активные. Они у нас обычные, они классные, но ты уже не успеваешь за ними адаптироваться. Тем более за двумя. За 2, да. И если с одним, возможно, ну все говорят, что после года легче, мне стало сильно сложнее. Мы не брали няню. Няня дается на близнецов от государства до 2 лет. Мы не брали. И вот где-то после года, ближе к 1,5, я поняла, что я хочу даже няню взять. Но мы Мгм. не взяли. Меня муж увез в отпуск. То есть, опять же, спасибо мужу, что мне вовремя из этих ситуаций просто выдергивал. То есть вот я лежу на полу, рыдаю днями, то есть на протяжении там недель, и мне казалось, что вот именно это сейчас и есть депрессия. Мгм. Но мы уехали в отпуск без детей. А Я дети бабушки, отдохнула, дедушки, да? да, дети у бабушки, дедушки. Я отдохнула, я Хорошо, что приехала есть другим возможность. человеком. Да, поэтому важно, кто с тобой рядом. И тогда они зачекают тот момент, когда тебе нужно отойти. И чтобы ты избавился от стресса, как ты умеешь избавляться. Будь то тренировки, либо просто походить, шаги Мгм. понашагивать, либо там с подружкой увидеться, кому-то поплакаться. Люди за тобой следили, за твоими эмоциями, в плане твой блог разрастался. И вот мне интересно, приносит ли этот блог помимо эмоционального удовлетворения какое-то еще, может быть, тебе предлагают рекламу какую-то, может, как сейчас модно, появились UGC, всякие представители, там, которые снимают видео, отправляют компаниям на их запросы, на обзоры какие-то там или еще, может, с тобой начали связываться по поводу подобных вещей? Слушай, ну вот в том году был пик, наверное, когда предлагались сотрудничество, я снимала, мне это было Мгм. вообще классно, по кайфу, даже учитывая, что это просто бартер, то есть без каких-либо оплат и так Мгм. далее. Но поменялось же законодательство в России, я так понимаю, что не все под него адаптировались, и сейчас таких предложений особо нет. Но и опять же, не на все предложения отвечаешь ответом положительным. Мгм. И причем, кстати, тоже я не рассказывала это в блоге. В том году неоднократно мне предлагали сотрудничество по поводу различного питания в плане быстрых батончиков, ПП-батончиков, даже за плату.
Даже после моих неоднократных отказов, потому что я вижу, что по составу это не батончик для похудения. Да, он из орехов, да, он из фруктов, но по составу человек на нем не похудеет. Он, ну, Калорий. шоколадку съешь, ты лучше Мгм. сникерс купи, да, то есть это нельзя назвать батончиком для спорта, для Мгм. похудения. Предлагалось не раз, но я отказываю в таком. То есть даже если это сотрудничество, я беру ответственность за то, что я показываю и что я рекомендую. Мгм. То есть я не беру то, что мне не откликается, то, что я вижу, что, ну, дерьмо откровенно. Мгм. Мы это вырежем. Нет. Нет. Ну, условно говоря, вот, кстати, я тогда хотела эту историю рассказать, что вот, прикиньте, девчонки, хотели меня подкупить за деньги, чтобы я вам тут батончики для жировеса. Ну, это может батончики для набора веса, наоборот, ну, типа на массе, когда Да, быть. да, ну то есть как для массы я могла бы их Ну, какой порекомендовать. девочке Ну, нужно это, какой да? девочке это нужно, Да. причем я же не про это, я всегда в поиске чего-то выгодно покушать. Я знаю, что ты запустила свой марафон относительно не так давно тоже. Э, э, Как это вообще произошло? Почему ты решила запустить его? Ну и довольна ли ты результатом? Слушай, ну, опять же, это все родилось из материнства, наверное. Ну, из Мгм. материнства и из моих увлечений. То есть, когда я лежала в РНПЦ в Минске, да, рожала, я там месяц пролежала в больнице, я общалась уже вот с молодыми мамами, ну, не все они молодые по возрасту, но те, кто только стал мамами, и я поняла, что у всех плюс-минус одинаковые вопросики, проблемки, что всем важно оставаться в гармонии именно с телом, что хочется чувствовать себя красивой, а после родов ты, ну, в очень уязвимом состоянии в Мгм. плане своей внешности, тебе и так хреново, а если ты еще себя чувствуешь не в своем теле, тебе еще хуже. И я когда, ну, выписалась, у меня свой вопрос стал, что мне нужно себя в форму приводить. И я понимала, что у девочек, с которыми мы рожали, такие же проблемы, как у меня. Но этот вопрос отсрочился, потому что, ну, дети. Мгм. Заниматься этой реализацией не было времени. Я просто приводила себя в порядок, просто это показывала. Потом, когда я уже видела, что эти девчонки мои все еще переживают, и как бы они не в том теле, в котором бы они хотели, что у них остались те проблемы, потому что они не знают, как их решить, они не знают, они ходят по кругу, пытаясь какими-то своими методами это все привести в ту форму, которую им хочется, но у них не получается. Я поняла, что запрос есть, что у всех одна и та же проблема, а я как бы вот, есть. И вы у меня спрашиваете вроде бы. Я такая, блин, ну было бы прикольно. Причем даже до того, как я запустила его в реале в своем блоге, я в этом году поучаствовала в конкурсе от Министерства экономики Республики Беларусь. Мгм. Конкурс «Среди молодых мам», «Бизнес-мама» он назывался. И там нужно было представить свой проект, типа, который ты реализуешь, сколько там тебе на него нужно денег, бизнес-план, в общем. Мгм. И Мгм. я предложила эту идею, проект марафона, причем я же видела, какие марафоны сейчас есть, что люди, да, там достигают цели, но возвращаются все равно, потому что знаний не получают, они все равно, блин, вышли с марафона, опять набрали, Мгм. вернулись. Мгм. Ну, в этом, видимо, и бизнес, как бы. Вот. И я такая, дай-ка я эту идею предложу, там, где будет и марафон, и люди будут понимать, что они делают. Я не выиграла этот конкурс, но я вошла в десятку по Беларуси. Выиграли серьезные, скажем так, проекты с большими финансированиями и совсем не в ту степь, в которую была я. Я не откликнулась. Но опять же, для меня это было таким маленькой галочкой, что, блин, прикольно. Я такая поучаствовала, еще и прошла финал. Причем там была защита, ну, то есть в онлайн-формате перед там какими-то дядями, Мгм. тетями. Вот. Потом это все опять же забылось, отложилось. А в какой-то момент девочки начали меня спрашивать, что ты там ничего не придумаешь, давай что-нибудь там сделаем, мы бы вот пришли. Я такая, так я же это все хотела, я же это все знаю, ну давай попробую, да, и рискну. И вот я сделала, причем у меня уже было два потока, один был интенсив на 10 дней, и второй на месяц. И я не ожидала такого отклика, во-первых, Много людей наверное. набралось?
На интенсив 30, на Мгм. марафон 15. Мгм. Вот. Но я не ожидала, что они мне дадут такую отдачу, что у многих вообще, в принципе, жизнь поменяется. То есть тот, кто вообще никогда не занимался спортом, у меня есть девочка, которая со мной училась в университете, она такая вот тусовщица, она все время танцует, Мгм. куда-то Мгм. ходит, она никогда не занималась спортом, у нее есть там вредные привычки, то есть она Мгм. Мгм. допустим, да, мы это запиком, опять же, вот, и она далека от спорта была даже по универу, но я ее зарядила этим, правильным питанием там и не пахло, я ей подкорректировала то, что она делала не так, почему она набирала вес. Хотя, когда она приходила, она говорила, у меня вообще-то в семье все полненькие, я как бы сильно сбрасывать не собираюсь, у Мгм. меня вот вес 70 заколдованный, мне вот хотя бы Конституция тела такая, 69. да? Да, Мгм. то есть она даже себе особо не стала, она по приколу пошла. У человека поменялась жизнь. Она вошла и в интенсив, и в марафон потом, и даже до сих пор мне присылает, что, блин, Лолит, ты прикинь, я на тренировки вообще-то уже хожу. Ты представь, там пару месяцев разницы, наверное, там в декабре мы начали, и человек вообще другой, и ей все говорят, что, блин, как ты так похудела? Это, наверное, самая приятная похвала за свою работу, да? Да, и Как вот есть. такой обратной связи много, потому что у всех были свои проблемы. Кто-то там на Гербалайфе сидел на этих коктейлях, знаешь, морил Для себя похудения? голодом. Ну, это как протеиновые коктейли. Ты на белке, естественно, худеешь, на этом и прикол. Ты покупаешь эти коктейли. Ну, видимо, я предполагаю, я не осуждаю. Возможно, схема такая. Мгм. Интересно. Предположим. Странно, да? Очевидно Вот. же, что потом угли и А все, и ты человек, срываешься, ну, когда и перестает, организм собирает, насколько я понимаю, да, это конечно, всё. конечно, он потом выходит из этого стресса, начинает еще больше набирать, и люди вот и блуждают от этого. Диета, потом опять зажор, и никакого результата нет. Мгм. И когда то есть ты ожидал, что будет прикольно, но для тебя это стресс, ты боишься, а вдруг не получится. И потом ты получаешь вот такую благодарность, что, блин, спасибо тебе, я даже не думала, что можно так сделать, я даже не думала, что я там голодать не буду, Мгм. а там буду так выглядеть. Вот это круто. Ты сама довольна? Я очень довольна. Я сейчас расскажу, у меня Заряжает, мурашки. да? Это заряжает. Именно это и заряжает. Особенно, когда это длинный какой-то проект, вот 4 недели, ты все равно устаешь, выгораешь, ты же в это вкладываешься, ты на это тратишь еще и во время Мгм. подготовки. И поэтому в процессе ты где-то, у тебя свои какие-то бытовые проблемы происходят, а ты должен заряжать этих людей. Ты им уже пообещал, что вот этот коллективный даже момент решает, что они же на тебя смотрят, тоже хотят, как ты ж должен их вдохновлять. А у Мгм. тебя свои какие-то моменты выгорания происходят, и когда люди тебе дают обратную связь, ты этим снова подпитываешься, ты снова готов это в массы нести. И это классно, это классно. Мы поговорили про положительную сторону Мгм. блогинга. Но Всё, и давайте также поплачем. есть и эти самые хейтеры. Ой, боже, ты решил эту Сталкивалась ли тему ты с ужасную этим? затронуть. Но мне интересно просто, был ли у тебя какой-то случай, конфуз, либо, может, периодически постоянно есть ребята, которые... Как ты вообще справляешься с хейтом? Есть ли он, в принципе, Я у не тебя? справляюсь с хейтом, У я не тебя могу есть справляться такие, с которые... хейтом. Давай так, у меня основная площадка Инстаграм, да? Так. У меня, в принципе, видео на какую-то огромную аудиторию никогда не залетали до Мгм. последнего времени, недавнего. И поэтому аудитория своя, лояльная, у меня не было хейтеров, я знать не знала, что это. Да, периодически я выкладывала что-то в ТикТок, и я понимала, что там, я тютю, Мгм. и ты Мгм. тютю. Мгм. И там, Там, да. конечно, там люди, ну, пишут гадости, они пишут оскорбления. Я помню, я выложила, опять же, когда у меня был мамский контент, у меня был такой момент, я шла по Мазурово со своей двойной коляской, навстречу мне, рано утром было, навстречу ушел молодой папа, тоже с двойной коляской, тоже с кофе. И я ему пожелала доброго утра, он мне тоже пожелал доброго утра, и вроде так классно, такое настроение. Я этим поделилась в Инстаграме, все порадовались, я выложила в Мгм. ТикТок, у меня на этом видео там а-ля куча просмотров, куча подписок, и при этом ты женщина легкого поведения, вот такие потом квартиру себе оставляют, мужа бросают, ах ты шкура там за спиной мужа, понимаешь? И вот это был первый раз, когда я столкнулась реально с хейтом. Я поняла, причем это писали мужчины, М. и они меня там оскорбляли, унижали, но при этом видос летел просто в небеса. Такое набирает в ТикТоке. Да, хотя
В этом ничего не было плохого в этом видео. Мгм. И я тогда поняла, что, блин, мне сложно с этим. Я потом переживаю, я потом недоумеваю, ну как так? Ну я же ничего плохого тут не сделала. Мгм. Почему вы несправедливо меня обвиняете? Вы на самом деле там сами нифига не делаете, и неизвестно, чем занимаетесь, и еще меня в чем-то обвиняете, в том, чего нет. Я поняла, что мне с этим сложно, и тогда я забросила ТикТок в тот момент. Я поняла, что для меня ТикТок теперь и до сих пор это стресс. То есть я если что-то заливаю, я быстренько выхожу, и потом захожу через неделю, через две, когда это вроде как забылось, комментарии не читаю, я поняла, Мгм. что я не буду читать комментарии, потому что я на них реагирую. В Инстаграме, опять же, у меня видосы не залетали настолько сильно, чтобы это могло привести каких-то хейтеров до недавнего времени, когда у меня залетели, сначала залетели видео с челленджами спортивными, там на 5 миллионов, даже не знаю, сколько там сейчас висит. Ну, в общем, на многие тысячи человек. И, естественно же, там были прекрасные люди, которые писали, что, ну, сколько ты весишь на моего мужа, да, там, а зачем вы мужу ногти покрасили, там тень падает на ноготь, на ноге, Мгм. и кажется, как будто бы покрашен ноготь в черный, но если приблизить, то понятно, что это просто тень. Люди там про этот ноготь, в общем, я реагировала остро. То есть мне хотелось как-то либо съязвить в ответ, либо я сидела, замыкала в себе, у меня настроение на В весь общем, ты день. эмоционально Нет, от я этого немножко эмоционально, да, зависим. ведёшься, да. Потом у меня был момент, что причем с этими спортивными видосами я никогда в жизни не ожидала, что именно это залетит, и мне как бы вроде уже и обидно, я столько полезного снимала, это не залетало, а тут залетело вообще что-то, что не имеет под собой никакой пользы, да, попробуй повтори, но э, теперь ты в ступоре, что тебе снимать, если залетает Мгм. это, и люди подписываются на это, на то, что тебе, в принципе, ты в этом не видишь никакого смысла. Но это мы оставим. И еще был видос с детьми, с маленькими, с моими. Мгм. Вообще смешной, ничего под собой не несущий какого-то негатива. Он залетел вообще просто за день на миллион, буквально там за считанные часы. Но В там "Тикток"? было... Нет, в Инстаграме. Мгм. Но там было столько именно обзывательств, реальных оскорблений, унижений и так далее, что я просто, ну, 2 дня я рыдала, и потом, наверное, неделю отходила от этого. При этом этот видос потом заблокировались, на него еще и жаловались, хотя, опять же, в нем ничего такого не было. А, Но зато как бы как положительная сторона этого, да, моих слез, каких-то вот этих всех унижений, это то, что эти люди продвигают твое видео, даже своим негативом. Мгм. Вопрос, что я к этому не готова, ввиду своих человеческих качеств, что понимаешь, что я бы так никогда не написала. Почему вы так делаете? Но при этом с него подписалось 1000 человек за день. Ну, за какую ты рекламу купишь на 1000 человек за день? Да, возможно, ты не твоя целевая аудитория, но эта 1000 не отписалась от меня. Хотя на следующий день я выложила очень гневную историю, что, ребята, вы вообще зачем на меня подписались? Мгм. Я вот про это и про это. Если вам это не подходит, отписывайтесь сегодня. Но никто не отписался. Ну, то есть минимальная, как обычно, вот эти скачки в один, Мгм. 2, 3 Мгм. человека я не считаю. То есть, да, здесь две стороны медали. Когда видео залетает, мы этого как блогеры всегда ждем. Мы хотим, чтобы это увидели нашу работу. Мы же смотрим эти просмотры грёбаные, потому что мы стараемся. Я уверена, я обобщаю, потому что я понимаю, что это чувство каждого, кто в это вкладывает какие-то свои моральные усилия, какое-то время свое. Но просто когда это прям залетает, я уверена, что не каждый к этому готов, как и я. Мгм. Как и я. И для меня это стало ступором. То есть после вот этой ситуации с огромным хейтом в Инстаграме, я понимаю, что я чуть-чуть отошла. То есть я вот сейчас в таком каком-то затишье. Я снимаю какие-то там совместные с кем-то, да, на какие-то отдаленные, но смежные темы, то, что мне самой Мгм. интересно, но сама для себя я пока на паузе. Видео позалетали, я поняла, что, возможно, еще я к этому не готова. А хотела бы ты, как-то, раз уж у тебя блогерство идет, и это твоя отдушина, перенаправить в источник дохода все это именно как основной источник дохода? Давай так. Ну, наверное, как основной, скорее всего, нет. Наверное, я пока что к этому не готова. Мне все равно, я такой человек стабильный.
целеустремленный, возможно. Мне нужна вот твердая почва под ногами для того, чтобы, ты знаешь, базис, надстройка. Для Мгм. того, чтобы вдохновляться и творить, все-таки это по вдохновению происходит, это творчество. Мгм. Блогерство — это творчество. Вот мне для того, чтобы творчеством заниматься, нужно быть сытым, одетым, Пирамида Маслоу. да. То есть мне нужно понимать, что я спокойно и без этого проживу, поэтому я в это вот так легко и свободно вкладываюсь, мне это интересно, я занимаюсь тем, что меня внутренне наполняет. Классно, когда это приносит, да, возможно, я об этом мечтаю, Мгм. но я понимаю, что мои, наверное, собственные рамки, убеждения какие-то, рискнуть пока мне не дают. Не готова просто Не пока. готова пока, да, рискнуть не готова. После декрета пойдешь на стабильную работу. Да, да. Я думала, Хорошо. скажешь, пойдешь во второй декрет. Третий За был вторыми как бы... детскими. О, боже, прикинь, второй раз двойня. А Какая-нибудь или чего все близняшка. мне, кстати, вот это пророчат, и всегда все смеялись, когда только мы даже выписались с роддома, все такие: о, так второй раз за 2 девочками нужно, блин, да капец, мы еще не выгреблись, подождите, стойте, почему сразу 2? До окончания твоего декрета как бы еще есть энное количество времени, да, и у тебя еще есть время подумать над какими-то, возможно, твоими интересными будущими проектами. Расскажи, может быть, ты уже начала что-то придумывать, что-то интересное, либо планируешь, либо, может, ты хотела бы чем-то заняться касательно вот именно э, своих сфер этих, либо в блогерстве, либо, может, питания, как-то какую-то программу интересную. Смотри, я сейчас в моменте, мне очень интересны стали различные коллабы с какими-то смежными сферами, с какими-то Мгм. смежными экспертами. Поэтому мне это супер интересно, я даже сама инициирую, и мне так интересно искать точки соприкосновения, которые могли бы быть полезны моей аудитории. И это мне сейчас, это меня вдохновляет, поэтому если у кого-то есть идейки, закидывайте, я абсолютно открыта. Я стеснительная в плане Да, самой. скажи в камеру. Если у кого-то есть идеи со мной в плане блогерства, что-то совместное снять полезное для аудитории обоих человек, я вообще открыта к предложению. Но я скромная, я могу сама где-то постесняться, такая, ой, я, ну, Мгм. типа, не напишу, но при этом я быстро генерирую. Если есть какой-то эксперт там, где что-то полезное несет, я могу точки соприкосновения найти быстро, и мне вот сейчас почему-то это интересно. Конечно, я бы хотела еще что-то полезное дать за время, пока у меня есть на это свобода. Вот, то есть я по-прежнему буду искать полезные продукты, полезные советики в питании, то есть то, что я сама использую для себя. У меня, конечно же, остается личная консультация по питанию, конечно же, остается модельная школа, кстати, с детьми в модельной мы тоже снимаем различные рилсы спортивные, показываем А процесс. что за школа? Модельная школа, но она находится в Мозыре и в Мгм. Калинковичах, то есть это не по месту в Гомеле, но опять же следить за этим интересно, потому что мы тоже вечно что-то прикольное А ты придумываем. сама не из Гомеля? Я из Гомеля. Это судьба. Понимаешь, меня позвали, это так откликнулось, что я вот езжу туда, да, и дети ждут. Хорошо, а вот ты говоришь, что ты за коллабы. А Да. может быть, есть какие-то сферы либо специалисты, с которыми ты конкретно сама хотела бы больше, чем с остальными что-то сделать? Я не про личности, а именно в сфере в какой-то Я конкретной. поняла. Я даже, слушай, я даже не думала про этот вопрос. Может быть, какой-то массажист или там, например, парфюмер, или не знаю. Парфюмер, ну это вообще что-то интересное, но мне кажется, сложно это связать. Ну, мне интересна косметология, Мгм. и вот у меня уже есть один эксперт, с которым есть классные идеи, мы только ждем момента, чтобы их воплотить. М, Возможно, что-то связанное с каким-то духовным ростом. Ну, кстати, сейчас это очень э, хорошо, что набирает тоже популярность, когда люди духовно тоже растут. Ты религиозный человек? Ну, я верю, да. Мгм. Это было всегда или... Это было всегда на примитивном уровне, а сейчас стараюсь как-то еще больше, может быть, в это углубляться. Мгм. Вот. Что-то где-то узнавать, читать и так далее. А в конце, может быть, ты хочешь что-то прорекламировать, либо что-то сказать для зрителей, что-то, может, Мне говорить в интересно? камеру. Да, вон в ту. Если вы посмотрели это видео, мне очень приятно. Если вам интересен мой блог, то мне приятно вдвойне. А,
Проблемы с питанием, с тренировками, программы по питанию, по тренировкам. С этим могу вам помочь. Никогда не стесняйтесь мне писать. Я очень активная и общаюсь со своей аудиторией. Если вам интересно было бы снять со мной какой-то коллаб, я интересна вам как эксперт, либо как личность, я всегда открыта к диалогу, но предупреждаю, что я человек скромный. Вот. Мне не надо смущать и ждать, что я такая напролом: Егор, привет, давай с тобой то-то, то-то. Я вот не такая, но я очень горю этим, мне это очень нравится. И я просто люблю свою аудиторию. Я пытаюсь максимально полезной быть. Просто от своего такого вот вдохновения, от того, что я действительно хочу, чтобы это было полезно. Поэтому, если вы меня смотрите, спасибо, я вас люблю. Смотрите и дальше, пишите, отвечайте, не стесняйтесь. Я открыта к диалогу.